Финансовая грамотность в библиотеках. Национальная библиотека Чувашской Республики совместно с Министерством финансов Чувашской Республики, Республиканским центром финансовой грамотности и Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» проводит вот эту конференцию в рамках проекта «Финансовая грамотность в библиотеках». Сегодня у нас дистанционный онлайн-этап. Первый этап, напомню, состоялся 24 августа. Тогда мы встречались в Чувашском отделении ПАО «Сбербанк» и прослушали ряд очень актуальных сообщений, которые определили главные актуальные темы по финансовой грамотности, о которых мы будем продолжать говорить и сегодня. И сегодня на нашем дистанционном онлайн-формате мы выступаем в режиме трансляции на YouTube, и запись этого семинара, этой конференции будет представлена на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики, для того, чтобы каждый смог ознакомиться с теми вопросами, которые мы сегодня рассматриваем. Я последовательно представлю всех выступающих, но хотела бы сказать, что мы планируем проведение в сентябре, октябре и ноябре единых дней финансовой грамотности в Чувашской Республике. Идет подготовка, и в частности мы, конечно, Национальная библиотека и в лице Розы Михайловны Лизаковой хотим, чтобы эти дни прошли на самом высоком уровне. И мы начали работу над тем, чтобы библиотеки получили книги по финансовой грамотности для того, чтобы более эффективно проводить работу по повышению финансовой грамотности в своих библиотеках, в регионах, в районе. И сейчас мы уже можем предложить каждой библиотеке центральной буклеты, просветительские материалы Банка России. Вы их можете получить, если вы приедете в Чебоксары и подойдете в отдел межбиблиотечного абонемента и доставки документов. Каждому району распределены комплекты этих просветительских материалов. Они достаточно понятно и полезно объясняют очень важные вопросы по повышению финансовой грамотности, которая важна нам и как организаторам этой работы, и лично для расширения кругозора. Итак, мы начинаем практическую веб-конференцию и сразу переходим к выступлению спикера практической части. Нас сейчас финансовый советник Матвеева Татьяна Сергеевна познакомит с методами распознавания финансовых пирамид. Татьяна Сергеевна, я сразу предоставляю вам слово, чтобы мы сразу начали говорить по делу. Здравствуйте. Немножко расскажу о себе. Хочу в первую очередь сказать о том, что я являюсь председателем Финпотребсоюза в Чувашской Республике. Мы сейчас об этом тоже с вами поговорим. Мы занимаемся как раз защитой финансовых интересов населения, в основном Чувашской Республики. Так как вы все находитесь в регионах, огромная просьба обращаться к нам. Я вам тоже покажу, как это можно сделать. Будут контакты, да? Расскажу типичные ошибки, которые совершают люди от незнания. Да? Вот. Для этого мне нужен будет, конечно же, экран, поэтому вы будете видеть не меня, я за практическую часть всегда, чтобы люди знали, как на практике это применяется, как это можно посмотреть, чтобы это было не голословно, а чтобы были примеры, факты, так скажем. Вот. Поэтому мне нужен будет экран сейчас, я отойду и вам все покажу более наглядно. Уважаемые слушатели, мы призываем вас задавать вопросы в чате трансляции. Если вы их напечатаете, нам их озвучат, и мы сможем на них ответить непосредственно в процессе конференции. Спасибо. Итак, начнем с Финпотребсоюза. Мы зашли на сайт Финпотребсоюза. Это
общероссийская организация. Мы заходим в подразделения региональные. Я показываю, как нас найти, где можно взять контакты. Находим, соответственно, Чувашское региональное отделение. Вот здесь есть моя фотография, есть контактные данные, можно связаться по телефону, по почте, если возникают какие-то вопросы. Если вы не нашли каких-то вопросов, да, можете прямо написать просто на сайт, и вас определят именно в чувашское отделение. Что мне хотелось бы сказать в первую очередь, да? Тема, которую мы сегодня будем разбирать, она очень обширная, очень огромная, поэтому прям все разобрать за один раз мы не сможем. Но я вам предлагаю такой вот вариант. Для начала давайте поговорим о том, что такое пирамида. Разберем участников пирамиды. Да? Пирамида состоит из нескольких участников. Это организаторы. Да? Они точно знают, что это пирамида, и их цель главная – собрать как можно больше людей, показывая красивую жизнь, привлекая таким образом больше участников, потому что всем хочется жить богато, красиво, без долгов, и главное здесь и сейчас. Кто является еще участником пирамид? Это партнеры, так называемые инвесторы. Да? И я лично их делю на две категории. Во-первых, это люди, которые решили заработать на хайпе, они все осознают, что это пирамида, они не вкладывают туда больших денег, они не вкладывают туда последние деньги, не вкладывают кредитные деньги. И самое главное, что у них есть дополнительные источники доходов. Да? Это люди, так скажем, влияния, которые могут работать и в банках, и имеют свои бизнесы, и часто их приводят в пример. Например, он работает в банке, он точно в этом разбирается, поэтому можно ему доверять и вкладывать. Все пирамиды работают на доверии, да, привлекают людей туда по доверию, либо по рекомендациям какой-то. Их цель – вовлечь как можно больше людей. Да. Вторая часть, которую я вот для себя выделила, это люди, которые не разбираются в этом, но тоже хотят на этом заработать. И просто верят, как в манну небесную, что можно действительно на этом заработать. И самая последняя, третья группа населения, которая вкладывает, да, люди совершенно не разбираются в инвестициях, возможно, имеют долги, какие-то финансовые проблемы и просто поверили в то, что можно заработать большие проценты очень-очень быстро. И даже не привлекая людей, хотят заработать на инвестициях. Вот, как можно же все-таки вычислить финансовые пирамиды? Это только благодаря каким-то определенным знаниям. Вот, например, пример приведу бытовой. Да? Если у вас заболел зуб, куда вы будете обращаться в первую очередь? К бабкам, например, да? Либо к экстрасенсам? Нет, скорее всего, вы в первую очередь обратитесь как раз к врачу, к зубному, то есть к профессионалу какому-либо. Правильно? Вот. И здесь то же самое. Когда вы начинаете инвестировать куда-либо, необходимо обращаться к профессиональным участникам финансового рынка. Кто является профессиональным участником рынка? Это организации, которые имеют лицензию Центробанку. Центробанк у нас занимается регулированием и контролем таких как раз организаций. Да? Вот, чтобы проверить любую финансовую организацию, есть ли у них лицензия, контролирует ли их, нужно зайти на сайт Центробанка. Сделать это очень легко, набираете всего 2 буквы в поисковой строке ЦБ. Что случилось? Вот, заходите на сайт ЦБ, есть такая вкладочка «Проверить финансовую организацию». Нажимаете на финансовую организацию. Здесь есть 3 пункта. Проверить информацию о банке. То есть банки нас сейчас не интересуют, нас интересуют другие участники рынка. Поиск можно произвести по любому из либо названия, вы знаете, организации, либо ОГРН, либо ИНН, либо регистрационный номер. Например, давайте попробуем проверить какого-либо брокера. Ну, предлагаю брокера Финам проверить. Существует такой брокер вообще? Есть ли у них лицензия? Найти нажимаем. И у нас выходят
все данные, которые есть. Вот есть банк Финам, есть просто Финам. Когда мы заходим в Финам, что мы видим? Мы видим, что они имеют статус инвестиционного советника, статус действующий. Есть информация о лицензиях, без ограничения срока действия, когда выдали лицензии, чем занимаются, какие есть дополнительные лицензии, брокерская, дилерская, депозитарная, даты выдачи, сроки действия, да, что статус лицензии действующий. То есть эта организация существует, и ей уже можно доверять, потому что ее контролирует Центробанк. Так кто же такой брокер? Брокер – это профессиональный участник рынка, который является посредником между человеком и биржей. На бирже, так же как и на рынке, можно купить не товары только, а ценные бумаги. Чем же брокер, так скажем, безопасен для человека по сравнению вот с финансовыми пирамидами? Брокер является налоговым агентом вот инвестора, клиента. То есть он за вас отчитывается в налоговую, и все это регулируется и Центробанком, и налоговой. Также брокер может быть, предоставить вам не только выход на брокерские счета, да, на иностранные рынки может предоставить. Но если ваши деньги находятся, например, у брокера, то они защищены тем, что если вдруг человека не стало, то они передаются по наследству, деньги никуда не теряются. Если у вас деньги вложены через брокера в ценные бумаги, то это точно так же передается по наследству, как недвижимость. Все брокеры передают все данные в так называемый реестр ценных бумаг. Когда вы покупаете какие-либо ценные бумаги, вы являетесь их владельцем, и это можно проверить. Вот как в недвижимости есть реестр недвижимости, да, так же и у ценных бумаг есть свои реестры, куда вы также как владелец вписываетесь. Для чего я это рассказываю? У пирамид всего этого нет. Если знать хотя бы вот эти вот какие-то минимальные данные, то вы сможете распознать. Вот нет лицензии, да, например, у какой-то компании. Вы понимаете, ага, лицензии нет. Как осуществляется ввод-вывод денег туда? На какие-то кошельки непонятные. Вот, например, если вы через брокера это делаете, то внести деньги вы можете со своего личного счета и вывести можете только на свой личный счет, на кого оформлен этот счет, там брокерский, либо ИИС счет. Да? Не могут посторонние люди это сделать, потому что деньги будут отправлены обратно. Да, то есть у пирамид это есть, у брокеров это нет. И когда вы понимаете вот эти вот моменты небольшие, да, что вот вывод оказывается другой, которые профессиональные участники рынка не используют, и уже возникают определенные сомнения. Также у пирамид есть такой момент, когда они говорят о том, что вот вы можете заработать на привлечении, приведи там 5-10 человек и будешь с каждого получать деньги. У брокера этого нет. Брокер не платит за привлечение людей на самом деле, вот, потому что брокер зарабатывает на комиссиях. Что еще мы можем на сайте Центробанка с вами посмотреть? Так, на сайте Центробанка мы можем также с вами посмотреть такую информацию. Ну, допустим, вы попали в ситуацию, что вы куда-то вложили, да, то есть попали к недобросовестным людям, к мошенникам, к пирамиду. Здесь также можно оставить заявку, чтобы Центробанк проверил данную организацию. Сейчас я наберу недобросовестные. Вот, смотрите, есть реестр недобросовестных. Вот, противодействие недобросовестным практикам. Есть такая вкладка. Вы можете ознакомиться позже с этим самостоятельно. Вот, смотрите, здесь вот. Если вы узнали о нелегально работающем на рынке организации, да, увидели подозрительную рекламу в интернете, сообщите Банку России. И сообщить об этом можно анонимно. То есть нажимаем на кнопочку «Сообщить анонимно»,
анонимное сообщение, информирование. Если это юридическое лицо, и вы знаете его название, какие данные нужно предоставить? Да? Название, ИНН, УГРН, адрес, какие-то данные. Не обязательно все, но, возможно, вы какие-то из этих данных знаете. Да? Отправляете, хотите, чтобы с вами Банк России связался, да, нет, все, отправляете. Также можно подать на физические лица, так как часто эти пирамиды используют такой принцип, что переведи мне на карту деньги, не в какую-то организацию. Здесь тоже указываете данные, которые вам известны. Также можно подать вот на интернет-проекты. Очень часто через интернет у нас пирамиды работают и привлекают деньги таким образом. Если вы вдруг попали, для чего это нужно? Для того, чтобы как можно быстрее Центробанк об этом узнал, ну, так скажем, и заблокировал эту деятельность. Потому что люди очень часто думают, что вот компания существует давно, еще ее не поймали, так скажем, значит, она легально работающая. То есть, если нет у них лицензии, значит, вы с ними не связываетесь. Еще на что я бы хотела обратить внимание, что вот есть профессиональные участники рынка, мошенники, но и у профессионалов есть определенные недочеты. Поэтому Финпотребсоюз как раз этим и занимается. Выявляет недобросовестных участников рынков, которые не доносят полную информацию до клиента, и клиент оказывается в сложных финансовых ситуациях благодаря недобросовестным участникам рынка. Нельзя сказать, что это только в финансовой сфере происходит. Также люди могут попасть и в финансовые, скажем так, к непрофессиональному врачу мы можем попасть? Можем. К непрофессиональному парикмахеру, маникюристу и к различным другим специалистам мы также можем попасть. Да? Поверить ему, довериться, и это в чем-то выливается. Огромные деньги теряются на данный момент, это по практике Финпотребсоюза, именно в страховании. Как правило, люди, очень многие, вот население Чувашской Республики почти на 70% закредитовано, как я говорю, а значит и застраховано, потому что всем предлагают определенные страховки. И что человек получает у нас в итоге? Когда он оформляет кредитный договор, ему предлагают какую-либо страховку. Вот я здесь привела примеры некоторые, да, и здесь указано, что, например, когда что-либо гарантирует, либо не гарантирует компания. Что выключить? Да, вот смотрите, бывают, если это накопительные какие-то программы, то указывается размер гарантированного вознаграждения. Например, вот здесь вот 3% указано. Да? А есть договора, где сразу указано, что нет никаких процентов. И люди на это тоже не обращают внимания по незнанию. Сейчас мы с вами прям разберем несколько пунктов. Вот, например, вот такой вот, да, это кредитный договор оформленный. Здесь указана вот процентная ставка 8,5%, и была выдана вместе с этим кредитным договором страховка, причем 2. И здесь написано, в случае прекращения заемщиком страхования жизни и здоровья по программе 5 риски временной утраты нетрудоспособности в результате несчастного случая и смерть застрахована в результате несчастного случая, а именно авиакатастрофы. Да? Вот банк, страховая компания предлагает. Это не касается именно страховой компании. У этой страховой компании есть хорошие продукты. Я хочу сакцентировать внимание на том, что нужно читать договора и какие условия вам предлагают. Вот. И здесь написано как раз о том, что если вы отказываетесь от договора, в таком случае процентная ставка увеличивается на 13,5. Но вы можете предложить другой договор. Например, вот указано, если заемщик не предоставит в банк документы, подтверждающие, что риски застрахованы на аналогичных условиях в иной страховой компании. То есть вы можете иметь какой-то один договор страхования, который у вас, например, длительное время, там, на 20 лет вы заключили, да, и предоставляете его, когда заключаете какие-либо кредитные договора. Чем этот договор оказался, так скажем,
для клиента невыгоден, это тем, что когда заключался этот договор, как сделать? Когда заключался этот договор, было подписание о том, что вот он не являюсь инвалидом и лицом, то есть вот эта вот декларация о состоянии здоровья, которую подписал клиент, он ее не читал, он даже не знал. Ему сказали, вот подпишите, он это все подписал, и оказалось, что он подписал, что он там чем-то не болеет, хотя на самом деле у клиента было заболевание, которое здесь и прописано, но он подписал, и в таком случае здесь прямо написано, что договор не может быть заключен. Вот договор не может быть заключен. А его заключили, человек деньги заплатил, и он просто-напросто их потерял. Потому что даже если с ним что-то случится, с этим человеком, по данному договору страхования не будет никаких выплат. И таких примеров на самом деле очень много, когда люди заключают договора либо по доверию, по рекомендации. Очень часто обращаются такие люди, когда мы составляем им финансовый план по сокращению долгов, например, которые возникли как раз в результате кредитов, и заемщик умер, и все это передалось по наследству. И вот в таком случае как раз и выявляются вот эти вот все моменты. Мы работаем на предотвращение таких ситуаций. То есть на момент оформления какого-либо договора, будь это страховая компания, возможно, брокер, либо какая-то другая финансовая организация, предлагается, конечно, проверить, насколько для вас соответствуют эти условия, потому что все мы люди разные. Не каждый парикмахер подходит, например, нам, да. Вот бытовой тоже случай, рассказываю на своем примере, порекомендовали мне однажды парикмахера, и прям так красиво расписали, сказали, вот такой замечательный, все он может. Когда я обратилась к нему, получилось, что я готовилась там к свадьбе, мне делали прическу, все остальное. Когда я вышла на улицу, вся моя прическа улетела. Этот парикмахер не мог сработать с моими волосами, да, потому что все мы разные по структуре, да, по качеству волос, все мы разные по росту, весу, состоянию здоровья. И точно так же все инструменты финансовые подбираются именно лично под человека. Например, страховые программы под состояние здоровья клиента, какие-то инвестиционные программы, либо там брокеры даже выбираются именно с учетом возможностей и способностей самого клиента. Если возвращаемся к брокеру, например, да, есть брокеры, которые берут комиссию за свою деятельность 0,5%, а есть брокеры, которые берут за свою деятельность комиссию 0,02%. Казалось бы, да, все мы побежим к брокеру, который предлагает комиссию 0,02%, но там у всех есть свои, так скажем, определенные моменты. Человек, который вкладывает 1000 рублей, например, ежемесячно, вот на свою пенсию откладывает в облигации, да, ему невыгодно идти к брокеру, который предлагает комиссию 0,02%, потому что, как правило, там еще есть комиссия за обслуживание, депозитария, биржи и все остальное. И в итоге ему это выходит в круглую сумму. Но человек, который может вложить 50, там 500 тысяч, для него это очень выгодно. У меня есть вот сейчас расчеты, я вам покажу, которые я делала тоже для своих клиентов. Так, как это перенести? Вот это, да? Вот, смотрите, вот, например, Лена готова ежемесячно вкладывать 1000 рублей, Борис 10 тысяч, а Игорь 500 тысяч, без докладывания, да, здесь ежемесячно они вкладывают, а Игорь не хочет ежемесячно, потому что у него есть большая крупная сумма. И мы считаем, вот брокер 1, например, предоставляет комиссию 0,5% за сделки, брокер 2 представляет комиссию
0,05%, но еще есть минимальная сумма сделки 45 рублей. И ежемесячное обслуживание 180 рублей. И третий брокер, который предлагает комиссию 0,02%, плюс 150 рублей услуга депозитария. И минимальная комиссия за сделки в месяц 250 рублей. На самом деле, когда даже мы с клиентом идем открывать какие-либо брокерские счета в банках, особенно это распространено, когда спрашиваешь, какая у вас комиссия, какой у вас тариф, они говорят, мы не знаем, звоните на горячую линию в службу поддержки. Человек брокера, даже когда он обращается в банк, воспринимает как вклад. То есть, когда мы выходим именно на рынок инвестиций, это разные инструменты, разные институты, и по-разному это работает. Поэтому это очень важно. Так вот, давайте как решение, да, вот если Лена, которая вкладывает 1000 рублей ежемесячно, положит к брокеру 1, то за месяц она заплатит 5 рублей, а за год всего 60 рублей. То есть она ежемесячно по 1000 рублей вкладывает, все, 60 рублей всего-напросто она заплатила. Хотя комиссия здесь кажется по процентам большая, да. А вот если она положит к брокеру 3, где комиссия 0,02%, она уже заплатит за год 4 800, а это составляет 40% от ее вклада. То есть в год она бы вложила 12 тысяч, да, но 4 800 ей бы пришлось отдать за комиссию. И вот, например, Игорь, который у нас по 500 тысяч вкладывает, если он к тому же к брокеру номер 1 вложит, который по 0,5% берет, 2 500 в месяц его комиссия составит, то в год 60 тысяч он заплатит, да? Но если к тому брокеру, которому Лене невыгодно вкладывать, он вложит, то он за год всего заплатит 400 рублей. То есть здесь принципиально важно при выборе брокера не только наличие лицензии, но и сумма, с которой заходит клиент, и от его возможностей, как часто он будет пополнять, будет он там торговать или нет. Поэтому нет какого-то одного единого решения, которое бы подходило для всех совершенно. Поэтому вот мною было как раз принято решение о открытии Финпотребсоюза, где мы все эти вопросы разбираем, будем в регионы выезжать, либо прям прямые трансляции устраивать, чтобы вы могли в этом, во-первых, научиться разбираться, могли доносить до населения эту информацию. Будем разбирать действующие ваши договора, которые имеются, кредитные, страховые. Понятно, что это будет сделано без учета там, ФИУ, да, то есть мы все это оглашать не будем, но на конкретных примерах будем разбирать, и только таким образом можно население наше финансово грамотным сделать, чтобы они меньше попадали в финансовые пирамиды, чтобы они научились пользоваться этими инструментами себе во благо, потому что мы составляем такие программы, когда применяем, например, и страховой инструмент, и инвестиционный инструмент, это и брокерские счета, и годовая доходность может составить там, до 36%. За счет чего? За счет возврата, например, подоходного налога. Да. Этим тоже люди у нас не умеют пользоваться, что по ИИС можно вернуть подоходный налог, как и по квартирам. Вот. Я вот не вижу чат, здесь есть или нет, может быть, у кого-то есть вопросы какие-либо. Если вопросов пока нет, то я бы хотела, чтобы вы задали вопросы, вот когда у нас будет там несколько минут на ответы на вопросы, подумайте, пожалуйста, что бы вас заинтересовало. Если вы хотите организовать какую-либо встречу, то вы можете зайти на сайт Финпотребсоюза, посмотреть контактные данные, созвониться, и мы с вами определим порядок действия именно в вашем регионе, либо прям непосредственно с населением вашего региона, чтобы мы могли взаимодействовать, чтобы мы могли помочь населению именно вашего региона. Вот, наверное, пока на этом все. Передаю слова. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Я, честно говоря, очень благодарю и подчеркиваю, нас сейчас по YouTube смотрит 102 человека. Я благодарю людей, которые подключились.
И я благодарю Татьяну Сергеевну и хочу обратить внимание, насколько ценных партнеров привлекает библиотека для проведения деятельности по повышению финансовой грамотности в республике и для формирования разумного финансового поведения наших сограждан, нашего населения. Общественная, общероссийская общественная организация Финпотребсоюз. Обязательно зайдите на этот сайт. И я думаю, что мы не раз еще обратимся к этой организации за помощью. И у вас в районах тоже будет необходимость получить совет от этой важной и просто такой нужной организации в защите от тех мошенников, которые окружают нас вокруг. Это очень важно, что есть такая организация, которая защищает наши финансовые интересы, может все понятно объяснить. Здорово, замечательно. Я рада такому высокому уровню наших выступающих. И еще раз подчеркиваю, что слушайте, внимайте и просмотрим потом материалы, которые будем. Задавайте вопросы в чате, мы их ждем. И у нас специально есть время на то, чтобы ответить на эти вопросы. И также после окончания мероприятия мы вас попросим заполнить форму анкеты, отзыва о мероприятии, в которой вы также сможете задать вопросы нашим спикерам. И мы работаем дальше по программе. Я передаю слово Холопцевой Елене Витальевне, которая является финансовым консультантом, методистом. Она тоже сейчас более подробно себя представит. Основная ее тема – это финансовое планирование. Очень важная тема для каждого из нас. Пожалуйста, Елена Витальевна. Друзья мои, здравствуйте. Да, я действительно Холопцева Елена Витальевна. И какой мой послужной список? Да? Во-первых, я сейчас действительно являюсь консультантом-методистом программы повышения финансовой грамотности Министерства финансов Российской Федерации. Кроме этого, я очень долго, не один десяток лет, работала топ-менеджером в финансовых структурах, причем финансовых структурах, которые имеют лицензию Центробанка, то есть это не государственный пенсионный фонд, это большую часть времени, большую часть жизни я работала там. Значит, я работала в инвестиционной компании, то есть той же самой брокерской компании, и работала в страховой компании, то есть я практик. И на протяжении своей работы я часто сталкивалась с такой проблемой, что люди не понимают, да, откуда деньги берутся, как их вкладывать, для чего нужны те или иные финансовые институты, такие, например, как брокер, страховая компания, негосударственный инвестиционный фонд. И вот, значит, сейчас у нас в России принята стратегия развития финансовой грамотности, и именно по этой стратегии, по этой программе нас подготовили, это финансовых консультантов подготовили и обучили для того, чтобы мы с вами разбирали какие-то очень важные вопросы и двигались по пути к финансовой грамотности. Потому что финансовая грамотность действительно, она дает нам возможность принимать правильные финансовые решения, и это нас обогащает в прямом смысле слова, то есть позволяет нам управлять своими финансовыми, своими деньгами и становиться чуточку хотя бы, но богаче. Так, теперь будьте добры, включите, пожалуйста, презентацию мою. Значит, и можно дальше прямо пролистнуть. У нас с вами тема сегодня личное финансовое планирование. И я хотела бы сразу сказать, что свою презентацию я оставлю Марии Геннадьевне, и вы можете все ее получить. Также мы сейчас с Марией Геннадьевной договорились, что я сегодня до конца рабочего дня пришлю памятки интересные, какие-то сайты. Вы тоже можете это посмотреть, если вам будет это интересно. Рекомендую. Поехали дальше, листаем. Это, собственно говоря, моя визитная карточка. Давайте дальше. И, собственно, давайте к нашей теме. Что такое планирование? Да? Мы все знаем, наверное, тем более такие люди такой профессии, как ваша, такой интеллектуальной профессии, наверняка знают, что такое план, да, и планы, наверное, пишете, Марина Геннадьевна.
Вот. То есть план – это определенный порядок действий, который приводит нас к цели. Вот финансовое планирование – это порядок действий, который приносит шаги, которые приводят нас к финансовой цели. Что, можно листать? Угу. Окей. Так, и смотрите, какая интересная ситуация получается. Если мы не планируем, да, то мы реально теряем деньги. Где мы их теряем? Мы переплачиваем за покупки, мы не используем эффект времени и накопленных процентов, мы зачастую покупаем в кредит совершенно ненужные нам вещи, мы копим долги и не используем рефинансирование, мы с вами забываем про кэшбэки, считаем, что это мелочь, и боимся получать налоговые вычеты. Вот это основные дырочки, куда у нас, вернее, происходит утечка наших денег. Давайте быстренько разберем, что же это такое. Давайте о приятном, об отпуске. Вот смотрите, если мы не планируем отпуск заранее, то что мы значит, выходим в отпуск, бежим, покупаем там тур, да, или путевку, или что-то там, ну, я не знаю, пытаемся снять квартиру где-то на юге, да. И какая закономерность во всем этом? Закономерность заключается в том, что если мы покупаем билет менее чем за вот 1 неделю до отправления, то мы уже сразу переплачиваем на 20-40%. То есть цены выше. Чем ближе к вашей поездке, тем цены выше. Я сейчас не говорю о горящих турах, да, потому что горящий тур – это всегда компромисс. Это всегда ты должен выбрать из того, что тебе предлагают, поэтому про это мы сейчас не говорим. Мы говорим про нормальный полноценный отпуск. Дальше, если мы за 2 недели до поездки начинаем собираться, да, то цены на 10-20% выше в среднем. А вот если мы планируем свой отпуск за полгода, за 3 месяца, то мы уже платим на 10-20% меньше, да, чем если бы впритык. То есть это вот такая нормальная закономерность. И о чем она говорит? О том, что если мы планируем отпуск, значит мы выбираем для себя более приемлемый путь, меньше денег тратим. Вот смотрите, вот здесь есть пример. Здесь пример о том, что вот семья решила отдохнуть на 60 тысяч, да, рублей. Сейчас я не знаю, какие цены, там 60 тысяч, это возможно отдохнуть 4 человекам или нет. Ну пусть будет так, да, гипотетически, будем оптимистами. Вот, значит, смотрите, какие есть варианты. Можно взять кредит, но тогда надо понимать, что мы сразу 10-20 тысяч переплатим вот с этих 60 тысяч. Дальше мы можем потратить на отпуск все отпускные свои и жить потом, ну, вернувшись из отпуска, на там, 3000 рублей, залезть в кредитную карту. Ну, как обычно, да, бывает, все потратишь, после отпуска живешь на бабах, что называется. И третий вариант – третий вариант – заранее откладывать деньги. То есть, что значит заранее откладывать деньги? Мы запланировали этот отпуск на определенное число, более-менее там плюс-минус там неделю, да, и потихонечку рассчитали, сколько нам нужно, и потихонечку откладываем эти деньги. И при этом мы как бы уже ничего не переплачиваем. Мы через 12 месяцев эти 60 тысяч мы накопим и вперед. Но есть еще более оптимальный вариант. Если мы откладываем эти деньги, но мы их не в тумбочке храним, а находим какой-то инструмент инвестирования, куда мы вкладываем за проценты. То есть заставляем деньги нашей работы приносить нам там какие-то проценты. Это как минимум банк, да, банк. Но есть и еще другие очень интересные инструменты. У нас как-то вот стереотип есть, что в банк и все, и больше никуда. Хотя вот, например, Татьяна Сергеевна сейчас вам очень много говорила про брокеров и про инвестиционные программы. Это очень интересная вещь. Я сама инвестирую с 2002 года. То есть что значит инвестирую? Ты вкладываешь свои деньги в акции и облигации. И вот эта вещь очень интересная, она интеллектуальная вещь. И, в общем, прибыльная. Но это не тема сегодняшнего разговора. Так, я не перелистнула, да?
Вот. Теперь смотрите еще, какая есть закономерность. Если мы планируем покупки, да, то у нас есть сезонные распродажи. И причем в сезонной распродаже мы можем получить скидки до 70%. То есть, предположим, и у нас как бы вот такая закон, причем это не только в нашей стране, но и за рубежом, да, что летние скидки у нас начинаются с 1 июля и до 31 июля, а зимние скидки с 1 января и до конца января. То есть представьте себе, если начинается вдруг зима, и вы понимаете, что у вас, ну, предположим, верхняя одежда, да, ну, у нас верхняя одежда довольно дорогая, потому что у нас холодно, нам нужно что-то тепленькое покупать, и еще желательно, конечно, и красивое, ну, особенно для женщин. Вот, и вдруг мы понимаем, что у нас вышло из строя там наше пальто там, или шубка. Мы бежим покупать в самый, что ни на есть, разгар сезона, и тут нам забабахивают высокие цены. Ну, вы все... Я думаю, что... Я не вижу вас, к сожалению, но мне кажется, что среди вот этих 100 человек много женщин. Вы сами понимаете, да? То есть ты бежишь, блин, сколько же это стоит, как же это дорого. Вот. Но если мы заранее запланируем ту же самую шубку, мы, во-первых, можем приглядеться летом к ней, да, и купить ее в скидке в июле, либо в январе, и тогда можно купить, еще раз повторяю, до 70% дешевле. Видите, мы запланировали заранее большую покупку, мы дождались скидки, причем эту покупку можно отслеживать, да, вот, например, в магазине или в интернет-магазине, когда она становится дешевле. И мы купили это безболезненно. Следующий момент, следующий вариант. Мы не используем эффект времени и накопленных процентов. Что это значит? Я думаю, что вы слышали все вот такое высказывание процент на процент, да, по вкладу или капитализация. То есть что это значит? Это значит, что вот вы, предположим, положили 100 тысяч рублей под, ну, будем оптимистами, под 20% годовых, да? Хорошо бы, хорошо бы. Ну, вот. И мы что получаем? 120, ну, там, по истечению срока, с года, да, мы получаем 120 тысяч рублей. Вот, это простой процент. А вот есть та самая капитализация или процент на процент. То есть каждый месяц вам начисляют процент. Значит, ну, 1 с небольшим. То есть со 100 тысяч это получается, ну, 1200, да, рублей. Начисляют к 100 тысячам, которые вы вложили, 1200 рублей. В следующем месяце вам начисляют процент уже на 101 200, не на 100, на 101 200. И постепенно по истечению того срока, на который вы, значит, кладете, допустим, на депозит в банк свои деньги, вы получаете больший процент. Отсюда, значит, обращаю ваше внимание на то, что если вы решаете положить деньги на депозит, то смотрите договор, что вам предлагается, простой процент или сложный. Сложный процент – это процент на процент или капитализация по-другому. Конечно, вы выбираете сложный процент, и тогда время будет работать на вас. Дальше. Вот поговорим о дорогих телефонах. Предположим, можно купить дорогой телефон. Ну, дорогой телефон в кредит. Что мы получаем? Ну, вот здесь у меня Galaxy S10, сейчас уже более такие есть современные, более продвинутые модели, ну, бог с ним, да, вот у нас, предположим, он стоит почти 70 тысяч, 68 990. Ну, так дорогой, захотелось нам дорогой телефон. Ну, такой, зарплаты же, не хватит на такую сумму, поэтому мы покупаем его в кредит. Если мы покупаем его в кредит, то что у нас получается? Во-первых, мы процентную ставку платим, да? Процентная ставка, вот у меня здесь стоит 18,29, сейчас я не знаю, какая процентная ставка уже,
Сейчас деньги подорожали, по-моему, да, Центробанк у нас увеличил. Ну, пусть, да, то есть, ну, сейчас суть не в этом. То есть у нас уже, значит, идет процентная ставка, и наш телефон уже становится по цене, ну, почти на 10 тысяч дороже, да, чуть больше. То есть он стоит уже с учетом тех денег, которые мы заплатили в кредит, в проценты, 81 608. То есть мы сразу же, нам еще предложили страховку, мы от этой страховки отказаться не смогли, хотя от страховки можно отказаться, да, это наше право потребителя, но это тоже тема не нашего разговора, но имейте в виду, что от страховки можно при определенных условиях отказаться. Дальше мы туда вместе со страховкой и с процентами у нас уже 20% набежало. Предположим, через год мы решили этот смартфон продать, и он за год уже потерял 50% в цене. И в конечном итоге, вот с учетом всех вот этих процентов и потери в цене, мы потеряли 50 тысяч рублей на покупке смартфона в кредит. Отсюда мораль. Подумайте, нужен ли нам такой дорогой телефон и на таких условиях. Если, бывает, что телефон нужен, да, то есть, нужны определенные функции, которые нужны нам для работы, для развлечений и так далее. То есть рационально подойдя к выбору телефона, все-таки лучше на телефон как-то там подкопить, чем брать в кредит. Я не говорю, что кредиты – это плохо, кредиты – это хорошо, потому что если бы не было кредитов, мы жили бы, как наши там мамы и бабушки, в однокомнатной квартире 4 семьи, не имели бы возможность взять ипотеку. Но просто к кредиту тоже нужно относиться очень взвешенно. И об этом тоже вот консультанты по финансовой грамотности со своей аудиторией разговаривают, рассказывают, как вообще, когда, при каких условиях, как можно взять кредит, чтобы это не было сильно обременительно. Ну вот дальше у нас вариант с машиной, да. Здесь тоже слайд демонстрирует утверждение, что лучше, конечно, накопить, чем купить. Но опять же, если машина нужна вам для того, чтобы она вам необходима для того, чтобы возить детей, да, или, например, зарабатывать деньги на этой машине, или экономить деньги, да, тоже может такое быть, то, конечно, надо брать в кредит, все рассчитав. Теперь смотрите, где у нас еще утекают... что такое? Так, где у нас утекает что-то слайд? Еще где деньги? Мы не рефинансируем долг. Сейчас я объясню, что это такое, там это страшное слово рефинансирование. Вот смотрите, как сказала тоже Татьяна Сергеевна, у нас 70% закредитовано людей. То есть 70% жителей Чувашии у нас имеют кредиты. И вот, значит, что происходит? Человек берет кредит, допустим, на 5 лет, и он 5 лет в этом кредите сидит и изо всех сил платит его. А за 5 лет, нет, это правильно, что он платит, да? А за 5 лет изменились условия кредитования. То есть, центральный банк там, ладно, не буду про центральный банк сейчас, то есть изменились ставки процентные. Вот, предположим, ты брал там кредит за, я не знаю, 16%, как в моем слайде, а через некоторое время в том же банке или в другом банке тот же самый кредит, на те же самые нужды имеется в виду, он, допустим, стал 12%. Пожалуйста, мы, значит, мы не мониторим вот эти разницу кредитов, разницу условий. Мы это не мониторим и, значит, продолжаем платить по высокой ставке. Пожалуйста, дорогие друзья, если вы берете кредит, смотрите, как меняются кредитные ставки и перекредитовывайтесь, то есть под более легкие условия. Для того, чтобы, значит, по кредиту у нас была экономия, мы можем не только кредитоваться, но и изменить срок кредита, то есть платить кредит быстрее. Но это как получится, да, не всегда получается.
Да, не всегда это получается, но тем не менее это... Ну вот, а то, что перекредитоваться, это... или изменить условия кредита, это вполне реальная вещь. Вот смотрите, я сталкивалась с такой ситуацией. Вот, значит, у молодой девушки, женщины, у нее 2 кредитные карты. А кредитные карты, вы знаете, да, там очень высокий годовой процент, там под 28% годовых. Вот она сидит в 2 кредитных картах. Значит, она взяла по одной кредитной карте 30 тысяч. Так, ну это я немножко отхожу от слайда, но тем не менее это из жизни пример. По одной, значит, карте у нее 30 тысяч долга, по другой 20 тысяч долга, по 28, по 26% годовых при этом. И она платит, и конца края этому нету, она в отчаянии. Что мы с ней сделали? Мы объединили этот кредит в один и взяли в Сбербанке потребительский. То есть у нее было 50 тысяч кредита, под 28% годовых и 27% годовых в среднем. Мы 50 тысяч взяли в банке, в Сбербанке. Это легко сделать в приложении. Прямо в течение 5 минут нам эти деньги, 50 тысяч, пришло. Она покрыла, тут же перечислила эти деньги по карте, закрыла 2 кредита. И у нее остался 1 кредит под 12% годовых вместо 28. Вот это простая очень такая, как сказать, операция, но которая вам сэкономит почти 10%, да? Вот не забывайте это, пожалуйста. Теперь, значит, где еще у нас деньги утекают? Утекают у нас деньги на том, что мы, значит, как-то спокойно относимся к кэшбэкам и к процентам на остаток по счету на карте, на остаток по счету на карты. Как-то, хотя вот 3% кэшбэк, ну, есть, сейчас я знаю, есть и 1%, и 2%, и 6% кэшбэка. То есть, смотрите, если вы делаете какую-то большую покупку, и даже маленькие покупки, покупаете продукты под 2% кэшбэка каждый день, то в конечном итоге у вас где-то наполовину вот эти кэшбэки, они компенсируют наполовину вот эту инфляцию на продукты. То есть не пренебрегайте этими кэшбэками. Кэшбэки дают обычно карты, да, банковские карты. Но опять же, когда вы будете выбирать для себя банковскую карточку, посмотрите все условия. Эта карта, она вам, ну, подходит или не подходит, потому что есть, например, карты, которые начисляют проценты на остаток просто. Это, ну вот, пенсионная карта МИР, я знаю, да, ну, нам еще до пенсии. Но тем не менее, да, как пример. Дальше есть карты, которые начисляют проценты на остаток, в том случае, если у тебя там какая-то сумма, предположим, 30 тысяч лежит несгораемая. Но это тоже не всем подходит, просто 30 тысяч там запереть на карте. Либо есть кэшбэк, например, 5%, я знаю карты, который возвращает в том случае, если ты по этой карте делаешь там покупку типа там на 5 тысяч в месяц. Ну, продуктов, например, мы на 5 тысяч покупаем. То есть смотрите условия и не отказывайтесь ни от кэшбэков, ни от вот этих вот процентов на остаток. Теперь смотрите еще какая ситуация, где мы еще теряем деньги. Мы не возвращаем НДФЛ. Это налог на доходы физических лиц. Да? Это вы знаете, что когда мы получаем зарплату, у нас вычитают 13%. Знаете ведь, да? Вот эти 13% это и есть НДФЛ, так называемый налог на доходы физических лиц, который мы все обязаны платить, но мы их можем вернуть, то есть государство нам их возвращает при определенных условиях. Но вот смотрите, у нас по данным ФНС, это Федеральная налоговая служба, у нас россияне не так много их возвращают налогов, и насколько я сталкивалась, да, вот
когда разговариваешь с людьми уже в приватной беседе по поводу того, что давайте вернем НДФЛ, люди считают, что это очень сложный такой процесс, потому что там надо декларацию что-то писать, что-то там еще. Вот и не такой уж сложный этот процесс, надо один раз просто ножками его пройти и все. К тому же сейчас в личном кабинете на налог.ру есть личный кабинет налогоплательщика, да, там вообще, по-моему, вот до предела уже облегчили подачу налоговой декларации. Просто, да, в электронном виде, да. Просто в электронном виде писать заявление. То есть это не такой сложный процесс, но как приятно, когда через 4 месяца после того, как ты подал декларацию, тебе приходит вот эта сумма, да. Через месяц даже? Вот, вообще красота. То есть если мы подаем заявление электронно, а мы уже, наверное, все точно имеем пользоваться и сайтом госуслуг, и через сайт госуслуг мы можем уйти на налог, все. То есть вот и, в общем, там довольно удобные сервисы и, по-моему, инструкции, как это заполнить, несложно. Важно, чтобы документы подтвердить. А что такое документы? Чеки не выбрасывайте и договоры не выбрасывайте. У меня, знаете, был один знакомый, вот он в банке берет кредит, ему дают кредит. Ну, это когда еще вот в банк надо было ходить, не из банка выходит, рвет договор, бросает в урну. Я вот в шоке от этого. То есть договоры нужно держать, ну, как минимум год, ну, не как минимум, год после того, как он закончился, этот договор, потому что мало ли что. Ну, это тоже тема другого разговора. Теперь смотрите, за что можно вернуть... у нас вот видите, так, вот смотрите, у нас только 25% из нас, а сейчас 25% из нас мы возвращают НДФЛ. А за что можно вернуть? Это за приобретение жилья. Наверное, сталкивались, да, если кто приобретал жилье, брал ипотеку, наверняка вы сталкивались с вот этим, с возвратом НДФЛ, потому что нет? Ну, это вот наиболее распространенная практика возвращать НДФЛ по приобретению жилья. Но можно еще, во-первых, вернуть за перечисление денег ваших благотворительность. Ну, благотворительность это как бы тут самим бы жив быть. Ну, все равно бывает, да. Дальше, за страхование жизни. Мы можем вернуть деньги за обучение и лечение, причем и себя, и своих несовершеннолетних детей, и неработающих родителей. Это за лечение. Вот. И, значит, за то, что мы делаем взносы в негосударственные пенсионные фонды, то есть мы сами себе формируем пенсию, и индивидуальный инвестиционный счет. О том, что Татьяна Сергеевна говорила, это тоже очень интересный инструмент, новый, относительно с 2015 года действующий. Инструмент инвестирования, то есть вот эти вот вещи, да, вот эти вот пункты, или как сказать, за которые мы можем вернуть НДФЛ. Еще раз повторяю, не бойтесь это сделать. Сделайте один раз, поймете, что это несложно. Теперь давайте, собственно, теперь мы знаем, где наши деньги, куда могут утечь, где нужно поставить им заслонку, а теперь давайте, собственно, поговорим о цели, о целях. Ну, вот на слайде на этом выведены цели, это, как бы путем опросов, наблюдений, основные цели наших россиян, да, это, конечно, квартира, потому что жилье это, это вещь важная, это машина. На рождение ребенка берут, рождение ребенка рассматривают как финансовую цель, потому что, в общем, это довольно дорогое удовольствие, да, маленькое дитё растить. Дальше на образование, обучение, летний отпуск рассматривают как цель, ремонт рассматривают как цель, покупку бытовой техники, это, безусловно, цель. И отдать долги, заплатить налоги, это тоже вот и есть цель, финансовые цели. Вот это как бы сколько их там, 9 получилось, 10 классических целей, которые есть у нас, у россиян. Теперь смотрите,
Что нужно сделать и как сформулировать эту цель, чтобы ее достигнуть? Формулировка цели, она обязательна, да, если мы не сформулировали цель, то ее как бы и нет, а если ее нет, то мы никогда до нее не дойдем. Смотрите, нам нужно точно, просто ответить себе на вопрос, просто откровенно ответить себе на вопрос, что я хочу, когда это у меня будет, с учетом условий, всех условий, да, зарплаты там и прочих вещей, сколько стоит эта цель, и что у меня есть для того, чтобы достигнуть цели. То есть финансовая цель – это цель, которую можно купить за деньги. И вот теперь смотрите, предположим, цель автомобиль. Да, мы его покупаем, вернее, в 2019 году мы задумались о том, что в 2021 нам надо купить автомобиль. Но здесь возникает такой вопрос – нам нужно рассчитать, сколько нам нужно откладывать на автомобиль, чтобы через 2 года он у нас был. Но мы все знаем, что есть такая вещь у нас, как инфляция, да, у нас все дорожает. И как рассчитать цель в будущем? Как ее рассчитать? Цену цели в будущем. А есть очень простая формула. Я вот в раздатке, который я вам через Марию Геннадьевну переправлю, там это будет формула простая, и она вот указана в слайде с правой стороны. То есть наша цена, будущая цена нашей цели, она равно сегодняшняя цена умножить на индекс потребительских цен, деленный на 100, и возведенный в степень количество лет. Звучит запутанно, ничего запутанного здесь нет, сейчас объясню. Вот смотрите дальше. Предположим, цена автомобиля 600 тысяч. Мы умножаем на 107, это индекс потребительских цен. Где его взять? Индекс потребительских цен берется на сайте Центробанка. То есть про сайт Центробанка вам сегодня тоже Татьяна Сергеевна говорила. Он довольно обширный, мудреный сайт Центробанка. Можно просто набрать в поисковике индекс потребительских цен там, по данным Центробанка, и вам выдадут, эту информацию компьютер выдаст. То есть, и дальше мы вот это делим на 100, видите, по формуле там делить на 100, и возводится в ту степень, эта степень равна количеству лет, за которые вы хотите накопить накопить на свою цель. В данном случае 2 года, значит, в квадрате у нас. И у нас получается, что через 2 года автомобиль, который стоил 600 тысяч, будет стоить 686 940. Это наша финансовая цель. Вот эти деньги – это наша финансовая цель, которую мы должны накопить, подобрать кредит, подобрать какие-то, вернее, не кредиты, а инструменты, чтобы достигнуть этой цели. Еще раз повторяю, я вам эту формулу пришлю в раздатке, будет она у вас. И презентацию я оставлю тоже. Теперь нам нужно понимать, цель у нас понятна по деньгам. Теперь нам нужно понимать, с какой скоростью двигаться. А с какой скоростью это сколько денег нам нужно откладывать в месяц. Здесь просто, да, мы делим цену своей будущей цели на количество месяцев, через которые мы должны до этой цели дойти. Вот здесь у меня с ноутбуками пример. То есть нам нужен ноутбук новый за 50 тысяч. У нас есть старый, который мы продали за 8. То есть у нас, значит, нам нужно еще 42 тысячи до нового ноутбука. Новый ноутбук мы покупаем через год. 42 тысячи мы делим на 12, получается 3,5 тысячи мы должны откладывать на этот ноутбук. То есть мы структурируем свои цели, свои задачи, и вот эту большую цель, купить ноутбук за 50 тысяч, мы разбиваем на мелкие цели в месяц, мелкими шагами. Во-первых, нам не так страшно, а во-вторых, мы мелкими шагами каждый месяц топ-топ-топ и до своей финансовой цели доходим 100%. Отвечаю, как говорится. Значит, смотрите, значит,
Когда начинать копить на цель? Ну, здесь ответ один. Чем раньше, тем ныне сложнее. В общем, чем раньше, тем лучше. Если целей несколько, тут можно составить карту, да, расписать по целям, что тебе в первую очередь. То есть вот мы пишем, значит, цель, дальше, когда нам нужно достигнуть этой цели, и сколько нам нужно, и сколько есть у нас уже, и сколько нужно отложить. То есть вот так вот расписываем. Есть люди, да, такие, которые вот структурированные, да, что ли они называются, вот которым, я к таким отношусь, кстати. Вот мне, когда я расписываю вот такие вот вещи для себя, ты посидел вечером, расписал, и тебе, большой плюс, что ты большое делишь на малое, а малое уже вот ты преодолеваешь легче. То есть, вот такую вот табличку сделали, и вперед. Теперь смотрите, если цель кажется недостижимой, все пропало, да, гипс снимают, клиент уезжает, как в старом фильме «Бриллиантовая рука». Смотрите, не отчаивайтесь. Во-первых, можно увеличить срок покупки или снизить стоимость цели. То есть подобрать там, допустим, не дорогой автомобиль, а дорогой, но уже с пробегом. И не через 2 года, а через 2 года и 5 месяцев купить. То есть варьировать, да. Потом дальше нужно накапливать с помощью сберегательных и инвестиционных инструментов. То есть не просто держать под подушкой, а изучать банковские продукты, инвестиционные продукты. И с помощью них, значит, ты накапливать на эту цель. То есть это дело неблагодарное, когда деньги лежат в тумбочке или под подушкой, да, образно выражаясь. Их инфляция съедает. Нам, если мы решили откладывать что-то, нам нужно найти какой-то инструмент, который хотя бы инфляцию перебивал, чтобы... это, как правило, бывают депозиты, банковские депозиты. Дальше. Мы решаем, что нам нужно для того, чтобы привлечь, что нам нужно для достижения цели. Возможно, привлечь кредитные средства, и тогда нам нужно выбрать кредит, не в первый попавшийся банк идти, да, там, где у тебя знакомые работают, которые все знают, посмотреть условия, что они вам предлагают, где какие подводные камни есть, потому что бывает, что банк пишет вам, допустим, ставку красивую, а когда вы начинаете брать кредит, выясняется, что к этой ставке добавляется еще страховка, которая тоже увеличивает эту ставку и так далее, и так далее. То есть, в общем, нужно подобрать подходящие инструменты кредитные. А дальше, конечно, оптимизировать расходы или увеличить доходы. Оптимизировать расходы тоже можно, и тоже есть интересная тема на эту, есть интересная лекция на эту тему, я ее люблю очень. То есть есть возможность оптимизировать расходы. И, на крайний случай, это отказаться от цели. Вот, собственно говоря, и все. И в качестве резюме, вот здесь вот еще раз полностью перечисляется алгоритм достижения цели, да, то есть сначала нужно ее сформулировать, потом подсчитать, сколько нужно денег, посчитать, сколько нужно времени, чтобы ее чтобы ее достичь, вот так скажем, и начать уже двигаться к этой цели. И, значит, резюмирую наш сегодняшнюю лекцию такую, или как это назвать, вебинар, семинар, да, мы еще раз хочу сказать, что финансовый план помогает двигаться к цели вот именно этими самыми небольшими шажками. И финансовый план, он помогает нам оптимизировать расходы и видеть дополнительные ресурсы своего бюджета, то есть дополнительные расходы, и не терять деньги впустую. Поэтому финансовое планирование – это наше все. Вот. Теперь смотрите, я
Ну, у нас, конечно, не школа, и там давать задания я вам не собираюсь, но просто вот как в качестве практической самостоятельной работы попробуйте посчитать, ну, сколько денег вот потребуется на достижение вашей цели. Вот посмотрите вот на этот слайд, попробуйте сделать вот это задание для себя, не для кого-то там, а для себя. Попробуйте, и вы увидите, что даже самая такая дорогостоящая финансовая цель, она вполне достижима. Ну вот, на этом все. Спасибо вам большое. Я вас, к сожалению, не вижу, но я чувствую вот такое приятное тепло от вас даже через вот холодный экран монитора. Если будут вопросы, с удовольствием вам отвечу. И еще раз повторяю, что я вам, значит, раздатку и презентацию оставляю и пришлю. Все. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Елена Витальевна. Мне очень важно, и я думаю, что всем нашим слушателям, вот у меня идет информация, что 106 человек смотрят нас сейчас. И вы поставили вообще очень интересный вопрос, да, о формулировании целей. Да, вот и я тоже, вот вы дали домашнее задание, я тоже так его себе записала, и думаю, какая же у меня финансовая цель? Вот, и тут пошли сразу столько вариантов, да. Но не будем отвлекаться, я думаю, что у каждого тоже будет время посидеть, подумать, какие же у него финансовые цели и как быстро их можно достичь, и не потерять, с учетом того, о чем говорила Татьяна Сергеевна, да, то есть не пытаться получить все быстро и сразу. Именно и в этом заключается наше разумное финансовое поведение. Я хочу еще раз обратить внимание на большой профессиональный уровень тех спикеров, которые мы пригласили сегодня, и подчеркиваю, что библиотеки могут продолжать с ними работать и при проведении единых дней финансовой грамотности в Чувашской Республике. Насколько я знаю, Лена Витальевна, поправьте меня, если я не права, у нас в республике, ну, наверное, не менее 10 есть финансовых консультантов, которые подготовились в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. И этот список, он вывешен, насколько я помню, на сайте Министерства финансов Чувашской Республики. И эти финансовые консультанты вполне возможно проживают не только в Чебоксарах, они есть и в городах, они есть и в республике. И если есть желание не готовиться самим к достаточно сложным темам, которые мы планируем обсуждать, да, то есть несколько вариантов, как пригласить специалистов на мероприятия по финансовой грамотности в библиотеку и в том числе на единый день финансовой грамотности, который мы планируем провести в каждую последнюю среду сентября, октября и ноября. То есть, во-первых, это специалисты Чувашского отделения ПАО «Сбербанк России». По имеющимся у нас адресам, ну, у нас, скорее всего, это была рассылка директорам центральных библиотек, мы разослали список с фамилиями и контактами республиканских филиалов ПАО «Сбербанк». То есть это как раз специалисты, с которыми вы не только можете, но и мы настаиваем на том, чтобы вы вместе с этими специалистами, да, то есть там целый список по каждому району. Эти специалисты предупреждены, что вы к ним обратитесь, и они настроены на то, чтобы приходить и вместе с вами в ваших городах и районных центрах проводить единые дни финансовой грамотности и другие мероприятия в рамках повышения финансовой грамотности. Итак, это ПАО «Сбербанк», специалисты ПАО «Сбербанк». Во-вторых, это финансовые консультанты, с которыми вы тоже можете договориться. Еще раз, ну, я думаю, что в поисковике, если набрать «финансовые консультанты Чувашская Республика», и если выйдет сайт Министерства финансов Чувашской Республики, то именно там находятся фамилии, адреса, ну, или контакты, ну, как минимум фамилии тех людей, с которыми вы тоже можете связаться. Да, конечно, ну,
индивидуальная консультация, скорее всего, хорошая работа должна оплачиваться. Но просветительскую работу эти консультанты проводят, и я уже имею дело не с первым финансовым консультантом, а просветительская безвозмездная помощь в библиотеке. Я думаю, что ни один финансовый консультант не будет особо отказываться, но исключительно, возможно, ссылаясь на занятость. Потому что действительно финансовый консультант – это та профессия, которая исключительно востребована сейчас, актуальна и нужна. И это понимают люди, ну давайте не будем повторять ошибок. И вот сегодня Татьяна Сергеевна Матвеева, да, радостную новость нам сообщила, что она председатель регионального отделения общественной общероссийской организации «Финпотребсоюз». Я думаю, что и с Татьяной Сергеевной мы можем работать. Ну, возможно, онлайн, а возможно, и вы сможете организовать. Ну, главное сконтактироваться, и главное желание от вас провести это мероприятие с выдающимся специалистом, профессионалом, чтобы именно ваше население стало разумно расходовать свои средства и не попадаться на иногда просто действительно вот уловки кота Базилио или лисы Алисы. Иногда ну просто невозможно глупо люди себя ведут. И мы можем и будем этому противостоять. Даже вот такой командой, как у нас сейчас, и вами, которые вы тоже теперь в этой команде формирования разумного финансового поведения населения Чувашской Республики. Да, конечно, Татьяна Сергеевна. Вот здесь вы дали рекомендацию о том, чтобы обратиться к финансовым консультантам. Еще раз хочу обратить внимание на то, что в каждой профессии есть люди недобросовестные. И я знаю, что в этом списке Чувашской Республики именно находятся такие люди. Я не буду их озвучивать, ну, то есть профессиональная этика, и доказать это очень сложно, что они мошенники, но они привлекают людей в финансовые пирамиды на самом деле. Несмотря на то, что они прошли курсы Минфина, да, и там обязательно они, ну, так скажем, подписывали такой документ, что они будут честно вести свою деятельность и все остальное, несмотря на это, такие участники есть. Нужно вот как-то более к этому ответственно, наверное, подходить, не всем доверять, не ко всем прислушиваться. Послушали одного специалиста, например, Сбербанка, да, на эту же тему можно послушать, например, представителя брокерской компании, да, страховой компании, и уже исходя из этого делать какие-то определенные выводы. То есть слепо мы не доверяем. Мне очень нравится сейчас реклама, Банка Открытия, по-моему, по телевизору крутят, и они как раз об этом и говорят, что мы не должны слепо верить, мы должны проверять. Доверяй, но проверяй, гласит народная мудрость, да? Вот, поэтому даже несмотря на то, что это такой вот список хороший и все остальное, что они проходили обучение в Минфине, это не говорит о том, что они честные люди. Вот. Хотелось бы об этом тоже сказать, вот, потому что Финпотребсоюз этим занимается, и очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди говорят, а вот мы же там посмотрели, у него же вот это вот есть, но это не гарантия того, что вы не попадете, ну, так скажем, на уловку мошенников. Такие люди есть везде. Вы меня вынуждаете тоже. Да. В защиту финансовых консультантов, да, надо всегда... Вера, вообще вера, это категория, которая неприменима к финансам. Финансам всегда нужно трезвый расчет и знания какие-то. Если у вас нет знаний, значит консультации проверенных специалистов. Что касается финансовых консультантов, да, люди разные бывают. Значит, во-первых, значит, что я хочу сказать, у нас есть реестр консультантов, вот финансовых консультантов, которые работают от министерства, ну, вернее, не от министерства, а в рамках стратегии развития финансовой грамотности Министерства финансов Российской Федерации. Есть реестр, можно там посмотреть, потому что есть люди, которые под нас подмазываются, да, это первое. Второе, значит, финансовому консультанту категорически запрещено
делать рекламу какого бы ни было финансового института. Поэтому если вы встречаете финансового консультанта, который говорит, что я прошел обучение, я представитель вот этой программы повышения финансовой грамотности, и начинает вам рассказывать про какую-нибудь там Пупкины компании, про шикарную инвестиционную компанию, где вы будете получать 350% годовых, вот, пожалуйста, это пусть у вас будет первый звоночек. Финансовый консультант не имеет права рекламировать какой-то одной там финансовый институт, финансовую организацию. Ну и опять же, да, проверяйте, потому что вот, как Татьяна Сергеевна сказала, сайт Центробанка нам в помощь. То есть и плюс еще можно проверить на сайте налоговой инспекции по ЕГРН, и можно запросить документы о вот этих вот финансовых организаций, которые вам обещают большую прибыль. Можно учредительные документы. Я вот в свое время у одной организации запросила, они зарегистрированы в офшоре, то есть на Беллисе, на остров Беллис, то есть они не имеют отношения к Центробанку, никакой лицензии они не имеют. В общем. И в любом случае, если вам консультант ли, организация ли обещает сверхприбыль, там 30% и больше, пожалуйста, вот насторожитесь. Вот такие пожелания. Лена Витальевна, да, я напомню еще раз, что мы ведем нашу деятельность в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации, Чувашской Республики, Республиканского центра финансовой грамотности. И почему, например, я вам рекомендовала использовать именно специалистов ПАО «Сбербанк». Опять-таки, это тоже не реклама. То есть был целый конкурс на проведение проекта повышения финансовой грамотности с участием библиотек. И это учреждение было выбрано, как нам сказали, именно потому, что они проводят занятия, не рекламируя свои конкретные продукты. Это было одно из основных условий. А именно рассказывают о теоретических вещах, практических, общеупотребительных, понятных, без точечной конкретной рекламы именно своих продуктов. Уважаемые слушатели, мне бы хотелось сказать, что да, работа по тому, будут ли у вас книги для проведения мероприятий по финансовой грамотности, пока ведется. И мне бы хотелось сказать несколько слов о тех информационных ресурсах, которые мы рекомендуем использовать при подготовке к занятиям по повышению финансовой грамотности. То есть наша основная цель – это не допускать, чтобы библиотекари, ответственные за проведение работы по финансовой грамотности, гуглили информацию по повышению финансовой грамотности населения в поисковых системах. Ну, я тут уже прорекламировал Google. Не ищите, пожалуйста, эту информацию. Есть четкие рекомендации, какие сайты мы должны изучать, какие мы рекомендуем к использованию. Конечно же, шаг влево, шаг вправо не карается расстрелом, но все-таки мы как библиотека, как информационные сотрудники, мы рекомендуем самые авторитетные ресурсы, которые достаточно однозначны, понятны и полезны. И я попрошу сейчас включить презентацию. ФГ в библиотеках она называется. То есть этих сайтов, извините меня, 2 вот мы рекомендуем. Конечно, вы можете использовать и другие для личного развития, для повышения квалификации. Но прежде всего, скажем так, если мы получили задание или сами почувствовали предрасположенность к изучению темы повышения финансовой грамотности, 2 сайта, которые являются ориентирами в нашей информационной работе. Будьте добры, следующий слайд включите. Это сайт вашефинансы.рф. Именно здесь мы можем найти, спасибо, самые последние сведения о работе наших коллег, о том, какие есть материалы для работы с разными возрастными группами. Понятно, что финансовую грамотность
ну, вроде, да, в следующем году ведут в обучении в школах. Возможно, какие-то занятия в школах уже ведутся. Но можно сказать, что это не паханное поле, да, то есть практически все возрастные группы нашего населения нуждаются в повышении их финансовой грамотности. Начиная от детей, когда они начинают понимать, что у них есть какие-то интересы, ходить с родителями в магазины и требовать купить им игрушку или сладкий подарок, да, и заканчивая пенсионерами, которые тоже обладают каким-то набором устойчивых стереотипов, и тоже не совсем иногда правильно принимают решения. Поэтому, если нам нужна какая-то информационная поддержка, если нам нужны материалы, да, я сейчас говорю об электронных ресурсах, но не надо выдумывать велосипед. Ребят, все уже придумали и изложили в понятной и доступной форме на сайте вашефинансы.рф. Для разных возрастных групп, там для детей есть комиксы, есть видео, есть мультфильмы, есть игры. Для пенсионеров там, конечно, я сейчас скажу, какие есть варианты, но это как бы уже более такая профессиональная информация. Понятно, что разные возрастные группы по-разному воспринимают информацию. Именно поэтому для детей это игровые формы представлены на этом сайте. Для пенсионеров, которые, конечно же, не будут, не совсем охотно будут играть в игры, и даже, возможно, даже возраст тренера, преподавателя по финансовой грамотности тоже имеет значение. То есть вряд ли человек старшего возраста будет слушать человека 20-25 лет и следовать его советам. Здесь тоже нужно внимательно отнестись к даже возрасту преподавателя, потому что пенсионеры гораздо охотнее делятся своими лайфхаками и советами, своим опытом и слушают человека, равного им по возрасту. Это тоже стоит учитывать при проведении обучающих просветительских мероприятий по финансовой грамотности. Так вот, чтобы подготовиться, опять-таки материалы есть на сайте вашефинансы.рф. Более того, этот сайт в таком виде, который вы сейчас видите на слайде, он работает только до 1 октября, потому что с 1 октября этот сайт, и мы ищем информацию и методические материалы на сайте, который называется моифинансы.рф. То есть отношение, да, нацеленность меняется, не чьи-то, а мои. Да? Я занимаюсь и я разумно управляю своими финансами. Я составляю свой личный финансовый план. Я сам учитываю свои доходы и расходы. Я сам вижу свою финансовую стратегию и траекторию развития финансов своего домохозяйства, какое раньше было слово. Поэтому это тот же сайт «Ваши финансы», который с 1 октября будет доступен по адресу моифинансы.рф. Да? То есть все методические материалы сохраняются, все новости о том, какие разнообразные учреждения, образовательные организации работают по повышению, какие формы они используют, какие всероссийские акции проходят, к которым мы можем присоединиться. А что это значит? Если мы можем к ним присоединиться, это значит, что если мы обращаемся к организаторам, мы получаем подробнейшую инструкцию, как чего проводится. Да, возможно, там могут потребовать отчет. Но это не отчет по проекту, это не отчет по гранту. Иногда фотографии, сообщения, сколько человек присутствовало и какие вопросы были заданы, и как проходило обсуждение, это все, что от вас могут потребовать. А участие во всероссийской акции – это всегда подготовка, это всегда высокая, понятийный уровень. То есть вы будете говорить не на пальцах, да, вы будете говорить на уровне всероссийском. Да, то есть вы получите информацию об участии во всероссийских акциях по повышению финансовой грамотности. Это сайт моифинансы.рф. Не могу не упомянуть и Банк России. Несомненно, эта финансовая организация государственная ведет огромную просветительскую работу. И второй сайт, который я вам рекомендую для, скажем так, подготовки, для работы, для повышения квалификации и для расширения личного кругозора, это
«Финансовая культура», которая находится на сайте fincult.info. Тоже очень яркий сайт. Да? Если мы проводим мероприятия со школьниками, да, почему бы не дать им воспользоваться телефоном? Единственное, что надо следить, что они действительно не сидят в ТикТоке на занятии, да, а смотрят именно этот сайт. Потому что это тот ресурс, который способен увлечь и научить. Сделан на самом высоком уровне, как с точки зрения визуала, который очень привлекает молодежь, так и с точки зрения содержания. То есть тоже есть и варианты лекций для разных возрастов, то есть по-разному привлекается внимание. Там есть тест, который я однажды не пропустила в пресс-релизе, но он называется «Как не остаться в дураках». Да? То есть, ну, вроде как тут идет понимание того, что, ну, вот кто-то, наверное, дурак, да, то есть вот какая-то обидеться даже можно, но тест вообще привлекает внимание именно к таким моментам, когда тебя могут обмануть. То есть и делается это просто на высшей степени пилотажа, простоты и понимания. То есть нет никаких сложных слов, достаточно разговорный язык. И ты, проходя этот тест, даже если ты отвечаешь неправильно, ты понимаешь, на что тебе нужно обратить внимание, если к тебе подходит человек и предлагает свою помощь. Да, то есть личное мое правило от отца полученное: если к тебе на вокзале подходит человек, он пришел за твоими деньгами. Вот там вот такими вот словами, простыми, понятными, написаны вот те какие-то мошеннические приемы, на которые можно действительно попасться. Но мы не попадемся на это, если этот тест пройдем на сайте «Финансовая культура» fincult.info. Посмотрите его вместе со школьниками, сделайте обзор, найдите какой-нибудь интересный тест, и именно его разберите на занятии, на обзоре. Почему нет? Мы с вами информационное учреждение, нам не обязательно проводить лекции. Мы с вами можем сделать обзор интернет-ресурса с рекомендацией, чтобы люди показали его своим друзьям, знакомым и сами посмотрели на досуге. Вот. Это второй сайт, который я рекомендую, и в принципе я на этом список рекомендованных для изучения сайтов закончу. Вот 2 основных сайта, на которых есть то, что нам нужно для работы. Ну, как для библиотекарей, как для информационных работников. Дальше я уже буду говорить про отдельные виды работ, которые осуществляются на этих сайтах. Так, в частности, вот портал «Ваши финансы», он предлагает онлайн-лекции. То есть не библиотекарь читает какую-то лекцию про важные финансовые темы, а ищет возможность, как можно провести эту лекцию онлайн, а затем провести беседу в виде вопросов и ответов с учениками. То есть вот на слайде, а точнее на сайте, который располагается по адресу dni-fg.ru, есть онлайн-уроки для учащихся 6-11 классов. Для проведения этих онлайн-уроков нужно посмотреть календарь. Он уже действителен, там уже даты сентября 2021 года. Там расписано, в какой день, какая лекция, для какого класса транслируется. Вы подбираете время, удобное для вас. Там есть раздел тестирования оборудования, проверяете, хорошо ли у вас идет лекция, открывается она ли у вас, например, на компьютере, там, в читальном зале или в другом помещении, которое вы собираетесь использовать для проведения мероприятия. Там нужно послать заявку, ну вот, по крайней мере, вот для пенсионеров следующее, но вот для онлайн-классов. Как минимум предложить педагогам в школе, в котором вы работаете, или в библиотеку, если в библиотеке, например, по какой-то причине, вы не можете показать, предложите это школе. И в определенный момент посмотрите эту онлайн-лекцию. Опять-таки, высокий уровень подготовки. Да, то есть лекции для пенсионеров читают точно специалисты Банка России. То есть люди, которые там работают. И есть
Ну вот у пенсионеров, если на следующем слайде я это скажу, точно есть возможность задавать вопросы этому специалисту. То есть иногда, ну, насколько я могу знать, иногда это прямая трансляция, иногда это запись, но возможность задать вопрос там точно есть. Да? Когда вопросы ваш слушатель будут задавать не вам, и вы будете, так сказать, судорожно решать, что ответить, а все-таки специалисту. Вот. Но сразу хочу сказать, что ну, это надо смотреть. Да? Иногда там говорятся какие-то вещи, вот я перейду на следующий слайд. То есть, если предыдущий сайт я рекомендовала для проведения онлайн-лекций для учащихся 6-11 классов, то есть такой сайт, который называется Pension ФГ, и на нем идут онлайн-лекции для граждан старшего возраста. То же самое, есть календарь, подробно по сентябрю расписано, когда какая лекция транслируется. На нее можно записаться, и они, по-моему, требуют исключительно отзыв. Сколько людей присутствовало на мероприятии, у них есть специальная форма, которая приходит к вам на почту, и вы также по почте ее отправляете. То есть там как раз запрашивается, сколько человек было, и какие вопросы были, задавались или обсуждались. Вот единственное, о чем как бы мне хотелось сказать, что вот мы смотрели, по-моему, раздел по инвестированию, одну лекцию, и там очень много времени было уделено вкладам. И у меня немножечко слушатели расстроились, потому что про вклады они знают все. Да, то есть они как бы, ну, к нам ходит активная часть населения, она смотрит, где какие вклады, у кого больше процент, у кого чуть-чуть поменьше, ну, разброс там небольшой, конечно, но все-таки люди знали, что такое депозит, они знали, что такое там, я не знаю, капитализация, им не хватало другой информации, им не хватало рассказов именно про инвестиции, допустим, про индивидуальный инвестиционный счет, и мы этот отзыв отослали. Ну, я не смотрела пока лекции, но я так думаю, что нас услышали, да, потому что все-таки ну, определенная работа велась определенными финансовыми организациями, допустим, там, не знаю, 80-е, 90-е годы, люди знают, что такое вклады. Им не хватает информации актуальной про новые финансовые инструменты. Так вот, на этих лекциях, да, которые вы действительно организуете, да, там тоже есть тестирование оборудования, вы назначаете время, вы собираете заинтересованных граждан в получении этой информации, вы прослушиваете эту лекцию от специалиста Банка России, вы занимаетесь организационными моментами, ну и, естественно, просвещаетесь одновременно и просвещаете других. Да? Вот такой есть вид работы. Еще раз напомню, это финансовая грамотность, онлайн-лекции для старшего поколения, граждан старшего возраста, pensionfg.ru. Рекомендую зайти, познакомиться. Я вполне понимаю, что людям, ответственным за ведение деятельности по повышению финансовой грамотности населения, не хватает знаний, которые мы получили с вами в институтах, в университетах, и даже того опыта, который мы с вами получили и за 10, и за 15, и за 20 лет работы в библиотеке. Поэтому, опять-таки, если вы ощущаете потребность в знаниях именно профессионального характера, рекомендую вам на сайте «Ваши финансы» и на сайте Национальной библиотеки в разделе «Повышение финансовой грамотности» есть ссылка на бесплатный онлайн-курс, программу, которая называется «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде», где представлены примеры, в каких формах и с какими аудиториями, и с помощью каких инструментов и методик можно вести эту работу по повышению финансовой грамотности населения. Там нужно только зарегистрироваться и найти, ну, хоть, я не знаю, 20 минут в день для того, чтобы читать эти материалы. Да, то есть там в концентрированном виде изложен весь опыт работы, ну, российский, по повышению финансовой грамотности и по способам ведения этой деятельности. И я думаю, что сейчас вам будут даже предлагать обучение
И, возможно, кто-то из вас, кто сейчас слушает эту трансляцию, в данный момент у нас 2 человек в зале присутствуют, которые обучаются по программе Федерального методического центра. Бесплатные занятия, по которым мы должны пройти с десяток тем и выставить отчеты о проведенных мероприятиях. Это бесплатное обучение. Нам рекомендовали его пройти. И у меня из отдела 5 человек проходят это обучение, дают отчеты. То есть обратите внимание на то, что вам, скорее всего, даже предлагать будут сейчас проходить это обучение, потому что тема повышения финансовой грамотности сейчас одна из приоритетных и для Министерства финансов, и для библиотек. Вообще хочу вам сказать, что даже на самом высоком библиотечном уровне в ИФЛА, в Международной библиотечной организации, направление развития повышения финансовой грамотности признано приоритетным. То есть везде в мире библиотеки начинают этим заниматься. Это тренд библиотечный. Да, это дополнительно какая-то нам нагрузка, но какие-то направления смещаются на 2-й, на 3-й, на 4-й план. Я уж не говорю, патриотизм он всегда тоже будет на 1-м плане. Но хочу сказать, что с одним из самых последних мест финансовая грамотность сейчас выбивается чуть ли не в 5 тех направлений, которые являются приоритетным при работе с населением. Итак, с помощью онлайн-программы «Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде» вы имеете возможность повысить собственную квалификацию при работе с населением. Здесь на слайде хотелось бы сказать, что да, есть вообще дистанционный курс по повышению финансовой грамотности на рабочем месте. И это тоже курс для специалистов библиотек, причем начиная от администрации, от директора, заведующих секторами, заведующих отделами, до библиотекарей 1-й категории, даже какого-то техперсонала и других специалистов, которые работают в библиотеке. У нас на сайте есть информация об этом курсе, если есть желание его пройти, есть адрес электронной почты, который вы можете использовать вообще для всех вопросов по ведению этой деятельности, справки @nbcr.ru. Этот курс можно заказать, и мы организуем его проведение онлайн для специалистов вашего учреждения культуры или библиотеки. Национальная библиотека прошла этот курс, работники, 30 человек, прошли это обучение в марте, апреле, мае прошлого года. Когда началась пандемия, мы сразу взяли этот курс, и наши работники повышали квалификацию с помощью него. И личные знания получали, естественно. Работа у нас уже идет. Я, конечно, прекрасно понимаю, что финансовой грамотностью мы занимаемся не с сегодняшнего дня и не даже с этого сентября. Мы работу-то ведем уже почти с 2013 года. И поэтому наверняка у каждой библиотеки сейчас даже есть свои находки, свои интересные проекты по финансовой грамотности. И нужно сказать, что есть люди, которые готовы поддержать и продвинуть, и популяризировать эти находки. Прежде всего, хочу сказать, что Республиканский центр финансовой грамотности сейчас проводит конкурс на лучшее освещение деятельности по финансовой грамотности. Это как раз Республиканский центр финансовой грамотности, это Дмитрий Евгеньевич Щепелев, как его непосредственный руководитель. Располагаются они в Институте образования республиканском в городе Чебоксарах и ведут работу в рамках Министерства финансов Чувашской Республики. И до 25 октября, если были люди, которые освещали деятельность библиотеки в социальных сетях по финансовой грамотности, пресс-релизы писали, печатали статьи, публиковались в местной прессе, вы можете представить эти материалы на адрес dobrograd@gmail.com, и эти люди, которые проводили эту работу, будут поддержаны. Почему нет?
Ну, вообще основные грантовые программы на уровне Российской Федерации проводятся Академией развития финансовой, Ассоциация развития финансовой грамотности. Адрес у них fincubator.ru. Именно они курируют работу по развитию волонтерской деятельности, да, то есть волонтер это тоже очень такая работа, которую мы можем использовать, но которой, возможно, нет опыта или есть какие-то определенные страхи к использованию. Вот рекомендации по использованию волонтеров в деятельности по повышению финансовой грамотности населения есть именно на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности. Именно вот эта ассоциация проводила конкурс среди библиотек по поддержке проектов. Правда, этот конкурс уже закончился. 31 августа были объявлены результаты, и я посмотрела эти результаты. Там достаточно много библиотек с Поволжья и с Башкортостана. И то есть наши практически соседи имеют удачные практики реализации этой работы и пишут гранты, пишут проекты и получают поддержку. Насколько я помню, по 500 тысяч на проект выделила Ассоциация развития финансовой грамотности. То есть Национальная библиотека в этом году не выставила свой грант, но я думаю, что нам всем нужно иметь в виду, что такая возможность есть. И если есть интересный проект, если есть интересное издание, если есть интересный опыт продвижения, то есть там несколько номинаций, там не обязательно как бы вот комплексная деятельность проектная, то есть поддержать могут и информационный материал, почему бы и нет. Так что тоже обращаю ваше внимание, иногда, если есть там 15 минут, если есть, зайдите на Ассоциацию развития финансовой грамотности, адрес fincubator.ru. Ну, мне бы хотелось, так сказать, такой дружеский жест сделать в сторону наших партнеров Республиканского центра финансовой грамотности, обратить внимание на их аккаунт в Инстаграме myfin21. Каждый день приходят очень интересно поданные новости о развитии финансовой грамотности в России. Вот, то есть вот именно от них я узнала 8 сентября, о Дне финансиста, о том, что Мишустину был представлен тест. То есть вот, что называется, держать руку на пульсе времени помогает еще и Инстаграм Республиканского центра финансовой грамотности. Подписывайтесь и получайте новости. Почему нет? Мы проводим наше обучение 24 августа, и вот сегодня в рамках подготовки к проведению 3 единых дней финансовой грамотности населения в Чувашии. И мы уже четко определили даты и темы этих финансовых единых дней. Сейчас на следующем слайде будет моя почта и мои контакты. То есть я, Шубникова Мария Геннадьевна, заведующая отделом Национальной библиотеки Чувашской Республики. Я курирую деятельность Национальной библиотеки по повышению финансовой грамотности в библиотеках Чувашской Республики. Да, именно в проекте, который осуществляет Министерство финансов Чувашской Республики, Республиканский центр финансовой грамотности и Чувашское отделение ПАО «Сбербанк». Так вот, 29 сентября, последняя среда месяца, мы проводим единый день финансовой грамотности по теме «Финансовая безопасность». Предполагается, что в этот день вы приглашаете к себе в библиотеку или в зал, который может, так сказать, пригласить, в который вы можете пригласить 30-35 человек. То есть нам бы хотелось, чтобы к нам пришло население, нам пришли люди социально активные, платежеспособные, ну, разные, те, которые вот считают, что им нужно повышение финансовой грамотности. Первая часть единого дня – это общая схема для всех единых дней.
она является онлайн-трансляцией. Онлайн-трансляцией на YouTube. Вот как сейчас будет транслироваться выступление специалиста по финансовой безопасности. И мы даже знаем, что это будет Родион Леонидович Афанасьев, начальник управления безопасности Чувашского отделения ПАО «Сбербанк». У него очень классное выступление, и его видели те библиотекари, которые приезжали к нам 24 августа в Чебоксары. Так вот, мы это выступление хотим продемонстрировать всем тем людям, которые заинтересованы в теме повышения своей финансовой грамотности. Да, то есть уже расширить аудиторию, выйти за пределы специалистов библиотек и перейти уже к просвещению населения. Итак, первая часть единого информационного дня – это всегда онлайн-трансляция специалиста вот из этого зала, из Чебоксар, из Национальной библиотеки Чувашской Республики. Вторая часть единого дня – это работа приглашенного вами специалиста к вам в библиотеку, ну или в тот зал, в котором вы организуете мероприятие. Это уже работа, продолжение темы финансовой безопасности и работа с тем специалистом, который к вам пришел на единый день. Еще раз напомню, что мы выслали вам контакты представителей ПАО «Сбербанк» в вашем районе. Это люди, которые отвечают за то, что они готовы ответить на вопросы населения, которое придет на этот единый день финансовой грамотности. Вы тоже со своей стороны, как информационные работники библиотечные, можете провести тесты, практические занятия, деловые игры, обзоры. Да, то есть помимо вопросов, но они обязательно должны быть вопросы и ответы. Вы можете тоже подготовить, да, ну вот, те формы, которые вы считаете правильными, полезными, интересными для населения. Но вы проводите их уже после окончания онлайн-трансляции. Мы рассчитываем, что мероприятие должно пройти в течение 2 часов. Да, то есть у нас запланировано с 10 до 12 часов 15 минут. Первая часть онлайн-трансляция, вторая часть непосредственное живое общение специалистов с населением. Или ваша работа с людьми, пришедшими на это мероприятие. Использование библиотечных форм. Мы попросим каждый единый день выставлять пресс-релиз о проведенном вами мероприятии, о количестве посещений. Национальная библиотека разработает и вышлет вам даже шаблон пресс-релиза, да, то есть в котором нам бы хотелось, что какие данные вы укажете, чтобы нам сократить максимально ту отчетность, которую обычно запрашивают при проведении вот таких широких республиканских мероприятий. Мы попросим у вас пресс-релиз выставить у себя на сайте, но мы попросим обязательно осветить в этом пресс-релизе те пункты, которые нас интересуют для составления отчетности и для представления той картины, той деятельности, которая будет происходить в последнюю среду месяца, в сентябре, октябре и ноябре. То есть мы постараемся максимально унифицировать отчетность, мы постараемся упростить формы обратной связи, которая нам очень будет нужна, нам очень хочется все-таки узнать, какие вопросы задает население, да, потому что из этого можно даже составить некий уровень, некую картинку определенной группы людей, да, по финансовой грамотности. По единому дню вопросы можно присылать на мой адрес справки@nbcr.ru. Также я всегда готова ответить на ваши вопросы по мобильным телефонам. На слайде указан городской телефон. Сейчас вы его увидите через несколько секунд. Но я вам рекомендую звонить именно по сотовым телефонам. Я не всегда нахожусь в кабинете, и поэтому не всегда отвечаю по стационарному телефону. Да, вот сейчас появились контакты. Есть телефон
8 952 025 15 14. Это мой личный мобильный телефон. Я готова ответить на любые вопросы по организации единых дней, для того, чтобы все было максимально понятно, потому что все-таки и уровень достаточно большой, да, вполне возможно, что на первом дне едином дне финансовой грамотности у нас выступит председатель правительства, министр финансов Чувашской Республики Михаил Ноздряков, вполне возможно. То есть мы хотим показать, что эта тема на внимании нашего руководства, администрации, правительства Чувашской Республики, и библиотеки делают не какую-то второстепенную, а очень важную и приоритетную работу в партнерстве с финансовыми организациями, с Республиканским центром финансовой грамотности. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вам было все максимально полезно и понятно, как в организации, и в частности, так и вот в какой-то содержательной части проведения единых дней. Сегодня, как приглашение на сегодняшнюю конференцию, мы высылали вам именно распорядок и темы единых дней. Пожалуйста, ознакомьтесь, я не буду сейчас их читать и проговаривать. Если есть необходимость, мы вышлем план работы по проекту «Финансовая грамотность в библиотеках» по тому адресу, который вы нам напишете. Я готова предоставить эту информацию всем, максимально ее распространить. Адрес справки @nbcr.ru, либо мобильный телефон. Если вы свяжетесь со мной по мобильному телефону, то продолжением работы будет уже связь с вами по мессенджеру. То есть я вам дам другой телефон для связи в WhatsApp или Viber для эффективного оперативного общения. Еще раз вас призываю задавать вопросы. Если нет возможности задать сейчас во время трансляции, еще раз напоминаю контакты. И хочу сказать, что сегодняшняя практическая веб-конференция «Финансовая грамотность в библиотеках». Мы обсуждали вопросы распознавания финансовых пирамид и защиты от финансового мошенничества с Татьяной Сергеевной Матвеевой. И также вопрос личного финансового планирования мы проговорили с Холопцевой Еленой Витальевной. Вы можете задать вопрос мне, вы можете задать вопросы нашим специалистам, вы можете задать вопросы даже для Дмитрия Щепелева, руководителя Республиканского центра финансовой грамотности, или я либо свяжусь с ним сама и дам вам ответ, либо дам вам его контакты. Эту работу мы будем делать, она на контроле Розы Михайловны Лизаковой. И эта работа не просто важна для отчетности, она просто нам нужна, потому что она нужна нам всем. Просто я не могу себе представить, кого не касается эта тема. Она всех касается. И если библиотеки будут заниматься этим делом, мы будем вообще самыми востребованными учреждениями в городе, в районе, где угодно. Спасибо вам за внимание. Мы заканчиваем нашу практическую конференцию. Вопросы. Сейчас мы действительно тоже тестируем именно связь трансляции на YouTube, да, то есть на каких-то устройствах есть час, на каких-то нет. Если у вас есть такая возможность, задавайте вопросы. Если вы не видите тоже чата, задавайте вопросы по электронной почте. Рассылка методических материалов будет сегодняшнего мероприятия будет сделано по адресам директоров муниципальных библиотек и по адресам специалистов, отвечающих за справочно-библиографическое обслуживание. Ну и по тем адресам, которые я выяснил в процессе личного общения 24 августа на семинаре по финансовой грамотности в ПАО «Сбербанк». Спасибо вам за внимание. Всего доброго, хорошего вам всем дня.